Сегодня мы в гостях у Азамат Шариповой. Азамат родом из города Душанбе, Республики Таджикистан. Сейчас мы собрались за национальным таджикским ковром с скатертью Дастархан. За таким столом происходит прием пищи у народов Средней Азии. Сидеть за Дастарханом принято на легких стеганых матрацах под названием курпача. Они в доме выполняют сразу несколько функций. На курпачах наслаждаются трапезой, отдыхают в полуденный зной и спят ночью. За таким национальным таджикским убранством под национальные песни мы и познакомились с семьей Азамат Шариповой. Папа у меня был, царство ему небесное, мама, царство небесное, был журналистом. Он 40 лет проработал в Доме радио, главным редактором последних новостей на русском языке. Мама у меня была воспитателем. В семье у нас 6 детей, 4 девочек, 2 мальчиков. Старшая сестра у меня полковник юстиции в Главной военной прокуратуре. Вторая сестра у меня художник. Третья в семье родилась я. У меня медицинское юридическое образование, незаконченный турецкий язык. Сестренка у меня, после меня сестренка, она у нас закончила историк-философ, востоковед, работает в аппарате президента в Республике Таджикистан. Братик закончил тоже историк-философ, старший братишка, но он всю жизнь проработал военным в 201-й мотострелковой дивизии, сейчас он на пенсии. Младший братишка зовут Дельшот, с юридическим образованием тоже. В семье 3 юриста. Это его жена Надежда, детишки Замир, Хиджрона, Хабибуло и маленькая Беназир. Это мои дети Азиза, Фарух. В Якутии Азамат создала семью, все по традициям ислама. Своего супруга до свадьбы не видела. Будущий супруг-дальнобойщик на тот момент уже более 7 лет работал в Якутии. Так, выйдя замуж, и произошло знакомство с Якутией. Создав семью, Азамат обрела вторую родину. К нам домой приходит наш сосед, который здесь, в Якутске, работал на подработках, каждый год приезжал. И мой муж был его другом. Тот искал, но никак не мог найти, и тот показывает мою фотографию. Ему понравилось. 3 года звонки, пожалуйста, соглашайтесь выходить замуж. Так я и попала. Вышла замуж, у меня муж здесь работал, он уже на тот момент где-то около, с 93-го года. С 93-го года он в Якутске. Потом мы поженились, это был 2000 год. Я приехала сюда, эта квартира, мы ее купили по долевому участию, с тех пор здесь и живем. Одного брака, но показал 2 детишек. Так мы познакомились. Он сначала приехал туда за мной, мы там свадьбу отгрохали, потом мы поехали в Кыргызстан, он по национальности таджик, но с Кыргызстана. Еще у них там мы свадьбу сыграли, потом уже где-то через месяц сюда приехали. Первое знакомство после переезда с Душанбе стало судьбоносным. Азамат познакомилась с соседями, которые впоследствии стали ей семьей, и не только в плане поддержки. Родной младший брат взял в жену местную девушку. Стучусь, представила, что я ваша соседка, а можно? Говорю, мясорубку. Валентина Васильевна так удивленно посмотрела. Проходите. Дает мне мясорубку. А я котлеты хотела сделать. Мясорубку возвращаю ей там печеньками трясу. И говорю, у нас пустые не возвращают. Она мне тоже. Тогда проходите через порог. У нас через порог не передают. Это была первая беседа, первое знакомство. И с тех пор, с 2000 года, столько лет и мы вместе. Для меня фактически Сергей Борис Пенсунович и Валентина Васильевна здесь, в Якутии, заменили и отца, и мать. То есть я не чувствовала их нехватку так далеко от дома, потому что были они. И по сей день рядышком. Вы, как старшая сестра, сыграли такую основополагающую роль в создании семьи вашего братика, или я ошибаюсь? Нет, абсолютно не так. Абсолютно было вообще по-другому. У нас вообще консервативная семья, то есть там мы даже не думали, что когда-либо у нас, именно в нашей семье, хотя у дяди со стороны отца жена была тетя Лера русская, как-то мы не думали об этом, а тут смотрим, но они как-то часто общаются, куда-то вместе идут, он ее там, допустим, провожает до музыкального училища, встречает, и я Валентине Васильевне говорю, Валентина Васильевна, что-то наша молодежь вместе. Она говорит, да что ты переживаешь? Они как брат и сестра. Потом один раз что-то приглядом, да никак не брат и сестра.
Потом как-то он мне признался, что он любит ее. Она мне признала, что они влюблены в друг друга. Я немножко была ошарашена, потому что я не знала, как мне это сообщить маме, как это мама отреагирует на это. Когда позвонила, конечно, мама бурно отреагировала. Нет, это не нашей национальности, у нас другая культура, у нас другая религия, сможет ли она все это принять. Потом я сказала, ну тогда пусть твой сын, говорю, поедет туда, потому что если вы не хотите, что такое, они поженились, тогда нужно время, он должен ее забыть. Но ему я не призналась этому. То есть я ему сказала, сходи к маме и сам получи благословение. Потом через месяц звонит мама сама. Мама сама позвонила и сказала, можешь сосватать эту девочку, потому что я смотрю, мой сын очень любит, я не хочу быть причиной несчастья своего сына. Я пришла свататься к Борису Пинсунчику, к Валентине Васильевне, как это делается у нас. Большой поднос, куча конфет, отрезные ткани, подарки. Пришла и сказала, я пришла свататься. У нас тут уже был не согласен Борис Пинсунович. Вы мусульманская семья, я не знаю, как моя дочь, как там будет, вы так далеко живете, а вы здесь будете жить? Я говорю, нет, она будет жить еще там. Бориса Пинсуновича уже уговаривала Валентина Васильевна. Потом пришли к мнению, согласились, свадьба туда, поехали, свадьбу устроили в Душанбе, свадьба была в ресторане, очень такая пышная, красивая свадьба была. Ради счастья своей младшей дочери родители породнились с семьей Шариповых. Борис Ким родом из Усть-Мая. Его супруга приехала в Якутию из Читы. Я сам местный, родился сам в Усть-Майском районе, поселок Альдикан. И там жил, учился до 2 класса. А потом сюда переехали, потому что мама-то была у нас агроном, и поэтому она была партийная, поэтому ее там... Мы жили где-то лет 5 в Альдикане, потом переехали в Усть-Май. С Усть-Мая переехали в Намцы. Ее туда постоянно перекидывали. А с Намцев уже в Магане. Там в Магане мы и остались жить. Потом все переехали, да. Ага. Вот так. Закончил речное училище, курсы мореходки. РОП. Раньше были такие курсы в городе Тобольске, речное озерное плавание. Там закончил и работал потом, раньше был такое, рыбнадзор, а поэтому управление Якутрыбот, потом оно переименовалось в Министерство экологии. И всю жизнь там проработал, в Министерство экологии, капитаном, имею диплом. Когда дочь, выйдя замуж, уехала на родину мужа, родители регулярно ездили навещать молодую семью. У нас есть такой обычай, то что первенец всегда рождается у родителей жены, то есть у себя дома они. И у меня старший сын здесь родился, заметка. А потом мы уже обратно улетели на родину, то есть дочка старшая и сын младший у нас там родились. А младшая уже здесь, в Якутске родилась. Во-первых, мы там жили из-за чего? Из-за того, что у меня мать была, царствие небесное, одна, старенькая, надо было ухаживать за ней. После того, как она ушла в иной мир, у меня еще тесть, теща тоже старенькие, то есть в возрасте, и решили сюда прилететь и уже с ними им помогать там. Семья частенько собирается вместе за Дастарханом. Все очень любят национальную таджикскую кухню. У нас получается это урзук. Такое. Оно бывает, можно его соленым готовить, можно его сладким готовить. Здесь соленый вид. Это называется сала. Сала в переводе означает челма. То есть красиво режется. Это все жарится. Он тоже подслащается. Это чак-чак. Вам он знаком. Чак-чак. Самса вам тоже знаком. Правда, мы его называем самбуса. И здесь мы его приготовили в разных вариациях. Можно кругленький, можно треугольник, можно плетением и можно как бузы с сыром. Слоеное тесто, да? Да, это все слойка, это все слоеное тесто, на слоеное тесто. И есть готовится без слоеного теста, готовится со слойкой. Это лепешки называется калама, оно все слоеное, сдобное.
И, ну и хворост. Хворост у нас там, ну, видно, вот там, стаканчик. И вот он. Вот это у нас хворост. А его точно так же, немножко сахарной пудрой подсыпают. Тоже десерт. Да. А вот лепешка, да, там получается она с начинкой или просто вот в своем? Ее можно готовить всяко разно. Ее можно и с начинкой приготовить, и без начинки. И в данной ситуации она у нас без начинки. Но туда оно смазывается таким топленым маслом, пересмесь с растительным. Вот, обмазывается. Сначала раскатывается большой такой скат, тесто огромный такой большой скат. Ну, а потом вот она все скатывается, собирается в слойку. И раскатывается вот такая вот лепешка. Его можно с начинкой, с луком приготовить. Его можно с начинкой, там, с фаршем. С недавнего времени уже начали туда добавлять сыр с этим, с зеленью. Мы как-то попробовали, очень вкусно получается. Но в основном вот, или вот, допустим, курдючный жир. Он жарится, курдючный жир такой хрустящий становится и нарезается внутри, как слойка. Внутри этого тоже такое же. Ну, то есть вариации разные, очень много можно Это придумать. подается как пирог или это у вас заменяет хлеб? Это хлеб. По поводу горячего блюда вы выбрали плов, Плов, Это да. у вас мы особенное такое блюдо. особенный плов. И я хочу, чтобы вы посмотрели, как у нас Надюша готовит только. То есть, потому что Надька у нас по национальности русская. И вот посмотрите, как она у нас научилась вкусно и очень так интересно готовить плов. Пойдемте. Надя должна была выйти замуж. Вот, за год до свадьбы я ее готовила, потому что я говорила: Надежда, это исламская семья, ты должна понимать, что там что-то готовится, как надо убираться, как надо людей встречать, гостей встречать. Вот это все за год до свадьбы я ее готовила. То есть она отсюда уехала туда уже совершенно готовой. Поэтому она все это знает. Теперь я ей говорю: теперь ты по старшинству будешь учить мою дочь. Я тебя научила, и вот теперь ты мою дочь. Моя дочь, соответственно, потом будет учить уже ее дочь. И вот так вот по старшинству у нас будет это все идти. Что будем закладывать? То есть рис должен предварительно настояться в воде, да? Да, 15 минут должен стоять. И потихоньку его закладываешь аккуратненько, чтобы вода с лишней водой здесь не было. Иначе будет слишком мягкий плов, он не будет рассыпаться. Один такой секретик, это вот то, что рис нужно хорошо промывать, чтобы крахмал ушел, чтобы у него вот этой липкости не было. Когда рис становится такой рассыпчатый, вот я взяла на этот раз поваренный. Плов – одно из любимых блюд семьи. Соседи и друзья Азамат уже привыкли к таджикскому гостеприимству. На все праздники хозяйка устраивает день открытых дверей и приглашает гостей за национальный стол. Выпечка и горячие блюда не единственная экзотика. У восточных народов имеется особая чайная церемония. Подавать чай гостям принято обязательно в руки. Одной рукой протянуть гостю чай, а вторую приложить к сердцу. Многие удивляются, почему, когда жарко и вы даете чай горячий. Вот. Так вот объясняем. Когда человек пьет, особенно в той жаре, что у нас происходит, да, на юге, и в обязательном порядке дается зеленый чай, он как бы прохладительным считается. Когда человек пьет, пусть горячий, но зеленый чай, он все равно вот как-то организм у него остывает. И когда человек пьет в жару горячий чай, все равно организм как пропотеваешь же все равно, хочешь не хочешь. И, то есть тем самым организм начинает вот этим ветерочек еще там дует, и организм начинает остывать. Ну вот так вот старики нам говорили. Вот, допустим, тоже интересно, да, вот мне отметили, что не наливается полный. Смотрю, везде половина. Почему так? Везде половина. Тоже из-за того, что, потому что когда ты наливаешь полный чай, он у тебя быстро остынет. То есть ты будешь пить холодный чай. А когда тебе часто наливают, и горяченький, поэтому и понемножку. Для того, чтобы не обжигать губы. Дети Азамат – студенты, сын Фарух и дочь Азиза. Вдохновляясь мамой-полиглотом, которая свободно говорит на нескольких иностранных языках, планируют освоить языки, а также продолжить династию адвокатов. На данный момент я являюсь студентом первого курса Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента. Учусь, продолжаю учиться на юриста по заочной форме обучения. Как выбрал профессию? По маминым стопам, наставлениям или сама лично? Думаю, по маминым стопам. Да и плюс ко всему, наверное, именно в этой специальности хочу развить то, что во мне отсутствует. Наверное, это какая-то дисциплина, как бы своего рода. А ты вдохновился своим дядей, да? Можно сказать, нет? Я, честно, путался на самом деле.
Ну как, сначала в детстве я считал, что я стану конструктором, потом что-то вырос. Отец дальнобойщик, дядя автоэлектрик, и я учусь там на слесаря строительных машин. Думаю, ну машина, тематика моя. Нравится? Да, очень. Но, конечно, мало практики, но хотелось бы заняться машиностроением именно. А так мне еще и тянет к высотам, скажем так. Летчиком хочу быть военным. Ну как, дополнительно. Вот именно тем, чем я люблю заниматься. Есть какое-то хобби семейное? Чем-то занимаетесь, возможно, вместе? Танцы! Танцы, пение, может, к маму поете? Не-не-не, пение спасибо, не надо. Ну, мы танцы- чаще дурачимся, это наше общее хобби. Да, дурачимся и танцуем. Раньше лезгинка, брейк-данс, электродэнс, тектоник, как там называется? У нас много планов, но помимо армии мы с братишкой хотим учить языки. То есть Интересно. французский, немецкий, какой еще ты там Турецкий хочешь? хотим освоить, немаловажно еще английский, а также еще, ну, может быть, испанский или итальянский. Ну, между ними так ломаемся. Сейчас Азамат работает адвокатом и переводчиком в филиале Московской военной адвокатуры. Сфера юриспруденции оказалась ей ближе. Начало адвокатской карьере было положено с помощью мигранта. Сейчас Якутия стала для Азамат домом. Это родина ее детей. Здесь она обрела семью и друзей. Я каждый год еду на родину, каждый год смотрю и вижу изменения в городе, очень красиво. Нет, меня тянет, я говорю, там, когда сидим, отдыхаем, там месяц проходит, и они мне, я, вернее, говорю, домой хочу, пора домой. Они, ну ты же дома. Не, мой дом там. Дом там, где твоя, вот я считаю, да, что там, где родились твои дети, там, где твоя семья, там, где твоя работа, там, где твои друзья, там твой дом. Я прихожу домой и, не знаю, мне комфортно здесь. Или потому что я уже 20 с лишним лет тут живу, а время все равно хоть как. Поэтому нет, Якутию я люблю, Якутск я обожаю. Я люблю своих соседей, мне с ними комфортно. В семье Шариповых дружно уживаются две культуры. Ислам – религия, которую несет она и ее народ, а также уважение и почитание к культуре народа Саха. Культура каждого человека имеет свои красоты и имеет свою ценность. И другой человек, соответственно, начинает ценить. Если в Якутии есть мечеть, если в Якутии ислам почитается, если вот человек остается читает молитву, никто, вот, допустим, не пройдет, его не помешать, то и, соответственно, и мусульманин будет уважать. Ну, не знаю, я не сталкивалась с тем, чтобы как-то было вот противостояние в этом плане. Нет, всегда было уважение. Всегда. А есть ли у вас какие-нибудь предпочтения из нашей национальной еды? Ну вот Борис Пинсунович готовит соленую рыбу. Вот, а струганину там делают, да, вот я пробовала, ну, нравятся вот такие вот. Вот караси люблю, жареные. Ну, как-то... На родине не удивляется, что сырую рыбу кушают? Нет, им было удивительно, конечно, но я потом объясняю, что это вот замороженная рыба, она вот так вот срезается, там макается в соли, в перец, там она, говорю, ну, вкусная, но они не понимают немножко. Потом пришлось им объяснять, как. У нас, когда у человека анемия, то чуток поджариваешь печень, вот так вот, чуток поджариваешь и как бы сырым едешь. Я говорю, то же самое. Вот, поэтому, ну, тогда они начинают уже понимать, о чем я говорю. Хорошо. Ну, думаю, на этом можно поставить точку, да? Очень интересно было с вами познакомиться, узнать о ваших традициях, узнать ваше отношение к нашим традициям. Очень радует то, что вы почитаете и дружите с нашими представителями нашей национальности, с Якутией. И я вам желаю удачи в познании Якутии в дальнейшем. Я услышала, что вы хотите посетить Амгу, да, другие улусы. Да, я очень хочу. Я хочу посетить Булус, Амгу, Нерингри, Мирный. Вот эти. А еще я хочу посетить, знаете, что есть тут у вас одна святыня, Киселях. И я хочу побывать в Киселяхе, посмотреть. Говорят, там очень такая чистая биоэнергетика. Интересно посмотреть. Святые места. Удачи вам. Спасибо вам Счастья. большое. Спасибо.